разговорного. Ну, я к чему это все говорю, потому что то, что мы сейчас с вами проходим, это вот то, чем далее вы будете пользоваться сами уже. То есть уже без, независимо от того, будете вы приходить в эту группу, не будете приходить. Я надеюсь, что этот базовый уровень знаний поможет вам самим уже что-то переводить. И очень важно будет читать, то есть в свое время, как я этим занимался, я брал английский перевод или русский перевод и сравнивал с тибетским текстом. И очень часто там находятся вещи, которых нет в переводе, или есть вещи, которые не переведены и так далее. И вот это то, на чем стоит учиться. Единственное, необходимо, чтобы это были переводы хорошие. То есть переводы правильные. В остальном это то, как нарабатывается. То, как нарабатывается понимание, то, как нарабатывается. То есть сидишь и сравниваешь чужие переводы. Это то, как оно делается. По-другому никак. Ну и какие-то тексты мы будем с вами здесь читать. Я постараюсь что-то сделать. И затем уже вот в следующем учебном году мы с вами постепенно начнем переходить к разговорному тибетскому языку. Ну и там мы уже будем с вами чередовать. Немножко письменный, немножко разговорный. Как-то так. В следующей зиме, я надеюсь, мы уже с вами чего-нибудь достигнем. Поэтому сегодня давайте немного почитаем. Продвинемся еще чуть-чуть дальше по нашему тексту, потому что мы прошли даже еще не все падежи. Я не знаю, кто-нибудь из вас читал Рериха? Было время у кого-нибудь? Не было. А у кого было? Так, отлично. Дочитайте Рериха, будет время, дочитайте. Это такой хороший, самое главное, русскоязычный учебник. Академический, поэтому хорошо. И я там выложил Парфеновича, если есть время, почитайте Парфеновича. Так, чтобы вам было более-менее понятно, потому что дальше... Так, и мы с вами закончили с этими разъединяющими и соединяющими частицами. Помните все? Где говорилось, что метод присоединения этих частиц подобен случаю с частицами Ларду. Помните? И дальше говорилось, что все остальные частицы присоединяются в соответствии с чем? С окончанием слова или имени. Ну и пойдемте дальше. Что у нас значит две точки, две палочки? Да, не забываем, ставим две. Вы пишете же, да? Это ставим. Вывод средний не может быть. Ну, это тонкий совсем. Видно? Последнее слово вот здесь. Маркер очень тонкий. И давайте, как обычно, сейчас допишите, будем с вами переводить. Если кому-то плохо видно, здесь у нас очень много свободных мест. Пересаживайтесь.
Ну вот видите, 2 недели не занимались, писать стали медленнее. Что нам здесь понятно? Посмотрите, что вот из этого всего, здесь всего 2 строки. Что нам понятно в этих 2 строках? Что мы знаем? Множество частиц. Да, каких частиц? Ра, ру. Рару, это что это у нас? Рару это какие частицы? Суарудина, Это ладен, то есть указывают на минимум 3 падежа. Дальше. И. Это что это у нас? Родительный. Родительный падеж. Дальше. А, Что это у нас? украшение. Это гинды. Это украшение. Это противительные или уступительные частицы. Дальше что у нас идет? То есть получается значение вот этой строки, вот эти вот частицы. Что они? Комбат, кто знает, что это такое? Строчка, а другое значение? Другое значение это нога. Да. Это перевод санскрита. В санскрите каждая строка в четверостишье называется пада. Одно из значений слова пада это нога. И поэтому здесь вот строка называется камба. Нога. В остальном это странно, да? Да. То есть надо переводить как строка, но так как тибетцы переводили с санскрита, по всей видимости они просто перевели первым значением, подразумевая строчку, и получилось камба. То есть камба это не нога, это у нас строка, то, что в санскрите называется пада. Дальше миком это значит незаполненный. И дальше комби и кер что такое? Посмотрите, кто не знает, что такое кер? Что? Нет. Вы пишете с джамбо. Здесь джамбо нет. Посмотрите, мы это, наверное, мы с вами проходили это слово, и все же посмотрите. Если не помните, то сразу обращаемся к словарю. Отличие. А еще? Нет, там должно быть значение difference. Нету? Difference есть. Разница. Ага, Это может быть и отличие, и отличительная черта, качество, но в данном случае это, это значит разница. И обычно пишется вот так. Кепар. Ну, в данном случае это стихотворение, поэтому кеп ставим. То есть разница между чем? Да, незаполненным чем? Строкой. То есть, что вы хотите сказать? Мы с вами это уже проходили, просто вот он это снова озвучивает. То есть, чем вот эти вот, смотрите, парные частицы, зачем он их понаписал вместе? Что они делают? Можете сориентироваться по смыслу? Они ставятся все, когда А или таме. Да, это раз. А что они меняют в строке? А. Вот, Входит слово. вот. Они добавляют слог или не добавляют слог. И вот это вот разница. То есть камба микум кумлике, то есть это разница в заполнении или незаполнении строки. То есть если нам нужен лишний слог, то мы напишем с вами что? И ру, да. И. А если нам слог не нужен, мы напишем с вами. И они у нас войдут в слог или не войдут в слог? Войдут, то есть они у нас дойдут до точки. Давайте я сейчас напишу легкий пример. Легкий пример из садханы. Садхана это самые элементарные буддийские тексты. Садхана это то, что можно переводить в возрасте 3 лет. Можно вопрос? Что не требует вообще никакого. Можно вопрос? Кем заполненный, а кем почему? Нет. Камба миком. Ком. А. Компеке. Ком. Разница между миком незаполнение и комбо заполнение. А пе. Родительный падеж. А.
разница какая, кого чего. Заполнение, не заполнение, комба. То есть строки. Написали все? Это понятно, да? Должно быть элементарно, должно быть понятно. Давайте лучше по примеру разбираем с вами. И вот то, что мы пишем, сразу записывайте и старайтесь по словарю перевести. Совершенно элементарные предложения, я вам помогу, но постарайтесь сделать это сами. Скажу, вот подсказка будет, это из Садхани, то есть, соответственно, это будет связано с визуализацией. С Садхани там, в принципе, кроме как визуализации, ничего не бывает обычно. Единственная подсказка, придется мне подсказать. Не – это частица отлагательного падежа. Из. Это будет первая строка, у меня не помещается просто. Кто написал, сразу переводите. Ну как, какие успехи? Ну, получается, что из сердечного центра Так. визуализируем. Тука это обычно просто сердце. Сердце. Но это и подразумевается, что сердечный центр, просто здесь слова центр нет, здесь просто из сердца. Вот из сердца визуализирует, представляет себя. Рани Харсель. Здесь должно быть, предложение должно состоять из двух частей. Рани Харсель Тукане. То есть из сердца, рани нет, из себя, визуализируемого. Здравствуйте. Визуализируемого божеством. И дальше сейчас будет понятно, что. Рани это кто это? Сам. Лехар. Это какой у нас падеж будет? Нет, родителям по-любому не будет. Местный, наверное. Нет, Лхар-сель, скорее всего, даже на то, что мы называем винительным. Так, я визуализирую
себя, я визуализирую что? Винить? Винительный получается. Ну или тем, чем. Как? Или тем, чем творится, это будет. А творитель у нас выражается в частице Ра? А нет. Нет. Цель, соответственно, у нас быть ясным, но здесь имеется в виду ясно визуализировать, ясно представлять. И здесь получается, что какой? Я ясно призвал, хар цель, то есть ясно представлены, ясно визуализируемы. И здесь тукане, из тука, из сердца. И вот на русский теперь приходится переводить совсем не похоже на тибетский текст, потому что если мы будем говорить, что я сам из сердца визуализируемый ясно как божество, получается передвижда, поэтому мы очень часто переводим не буквально как в тексте, а по смыслу. И получается, что из моего сердца, или я визуализирую себя в виде божества из моего сердца, то есть как-то приходится дробить это предложение. Потому что если вы оставите вот как в тибетском и переведете буквально, получится очень непонятно. И поэтому обычно мы так и делаем. То есть я визуализирую себя божеством, вот первая часть переведена. Дальше, из моего сердца. Тогда у нас сохраняется линейность, то есть порядок, то же самое, что и в тибетском тексте. И более-менее становится, более-менее понятно, о чем идет речь. То есть сейчас понятно, да? Где у нас? Зачем мы, собственно, писали это приложение? Давайте считать будем сложно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четное, нечетное? Нечетное. Вот этот обычный тибетский размер. 7, 9, 7, 9. 7 слогов. Нечетное. Если мы здесь ставим, смотрите, точку и напишем ру, будет 8. Нет, будет то же самое, но будет 8. Тогда нам что-то придется вырезать. Можно было бы ранил, хару, сель, тугне, но уже не так хорошо звучит. Собственно, и вот это то, о чем он пытался сказать. Что можно и ру написать, можно и р написать. Единственная разница будет, что в слоге будет или не будет что-то. Дальше из этого же текста сейчас будет второе предложение. Еще одна строка. Перепишите и давайте посмотрим словари, незнакомые слова. Какие-то из них мы знаем, те, которые не знаем, давайте посмотрим словари. А может быть, это не один текст, как-то не очень связано получается. Какая-то чуть-чуть ерунда. Какие слова с вами не знаем? Божественная удача тут получается? Нет. Пел, вот это будет великолепное. Пел Ха — это великолепное божество. Угу.
Так, дальше. Ну, не совсем в его руках. Здесь сколько у нас частиц и какие частицы? Видим? Есть ги, например. И раз частиц какой падеж? Родители. Дальше. Родительный падеж, два родительных падежа. Это что это у нас? Что это у нас? Кто-нибудь в Элихе это читал, дошел до этой частицы, нет? Не, мы с вами говорили, что мы переводим что же до, или это выделительная частица. Но в данном случае, скорее всего, она никакой роли не играет совершенно. Она просто заполняет у нас здесь слог, да, я думаю, еще. Дадар все нашли? Не нашли Дадар? Это очень важная тактика при переводе. Когда вы переводите, сперва переведите в отдельности все. Эл, ха, чак, да, да. После того, как вы перевели это по одиночке, на всякий случай проверьте. До падежной частицы у нас пелха, если такое божество. Потом да и дар. Проверьте это, если значение дадара. В том-то все дело. Потому что очень часто люди, когда переводят, они не знают о том, что это может составлять какую-то идиому или какое-то одно слово. И переводят из-за этого неправильно. И очень важно замечать. С высшим божеством со стрелой долгой жизни в руке. Там вот из-за первого предложения не очень связано. Здесь буквально написано чаги дадар. То есть дадар привели? Что такое дадар? Стрела долгой жизни. Не обязательно долгой жизни, это просто дар, это шелк. Да, это стрела. Не просто стрела с шелковыми лентами. Для чего она используется, это другой вопрос. Стрела с шелковыми лентами. И она, как смотрите, чаги. То есть она получается руки, стрела, руки кого? Великолепного божества. То есть здесь у нас в конце осталась стрела с шелковыми лентами, а все остальное это всего-навсего определение к этой стреле. Получается стрела руки великолепного божества. Можно перевести как в руке. Но здесь без текста остального непонятно. Ну и, собственно, зачем мы это писали? Вот эта частица. Здесь мы могли поставить точку. И вместо этой частицы что написать? Е. И она дала бы нам лишний слог. И тогда мы могли убрать вот этот слог, например. Он не несет смысла. Вот это вот ни могла бы легко уйти. И получалось бы пелха и чаги дадар. Но уже ломается ритм. Дима, можно вопрос? Вот в руке вместо ги тогда можно было поставить... Ну, у нас после га что ставится? А, Сура, роду на лату. Нада. Намарала. Адам, сами. Ну и что ставим? Нет. А тогда... Раньше. Нет. Подожди. Ну вот это что это? Это Са-су. Сасугава Га. Ваджак Тарту. Так, что мы ставим? Ту, значит. Ставим. Что так было бы? Кадет чакру, дадар не. Вот это было бы в руке, дадар в руке великолепного божества. То есть здесь понятно, да, то, о чем я сказал, проиллюстрировали, перевели. Здесь более-менее понятно все, да? Пойдем дальше?
И дальше он говорит. Ой-ой, пропустил слово. Я последнее слово написал совсем в конце, не помещается. Здесь нам не знакомо всего, в принципе, наверное, два слова. Ну, попробуйте, переведите сами все. Записали? Записали, да? Давайте чуть-чуть поразмыслим и сами переведете потом. Первые три слога. Что это у нас? Скорее всего, частицы. И сколько из них вы знаете? Две. Какую не знаете? Первую. Первую или вторую? Определитесь. Я его не знаю. Вы его не знаете. Подождите. Срочно проверяем материал против. О, знаю. Знаете, окей. Какую не знаете тогда? Тогда второй. Вот это сложно. А вторую тоже знаем. Слушайте, вы знаете больше, чем мы успели пройти. Это хорошо даже, в принципе. Вторая частица, видите, У. Это уменьшительно-ласкательный суффикс в русском языке. Я ее вообще не записал, кажется. Да. Это вот уменьшительно, то есть я сейчас напишу примеров пару с этой частицей, но сейчас это нам не важно. Сейчас нам надо знать, что это просто частица уменьшительная. Потом мы с вами с ней разберемся. И дальше уже просто переводите по тексту. Ого, это что за словарь у вас? Ешки? Да. Ешки, я так и думал. Древние. Пользуются можно. Ну пока да, пока да. Потом, если переводить буддийские тексты, с ним очень трудно работать. Есть большой дом, не расстроится. Большой Чандрадаса. Да. С ним тоже невозможно. Почему? Ну, потому что у него нет очень многих слов. У него нет даже элементарных буддийских терминов. А для этого случая есть словарь терминов. Ну уже хорошо. Ну и что же у нас получается с вами? Ставится до точки. До точки. Что у нас ставится до точки? Получается. И какой смысл? Эти три частицы ставятся до точки.
Вы подумайте. Во-первых, глагол оставить здесь нет. И смысл получается чуть. Вы переведите вот это вот тоже. И потом переведите вместе. Единственное, давайте я подскажу чуть-чуть, чтобы уж не мучиться. Гонду как вы перевели? До. До. Правильно. И обычно у нас частица до. С каким мы даем до? Родительный. У нас стоит там родительный падеж? Есть. А дальше все слова, которые мы знаем. Вообще все знаем. Ни одного нет неизвестного. И смысл точно такой же, как и в предыдущем случае. Вот он снова и снова повторяет эти вещи, мы должны очень легко уже перевести такие вещи. Давайте, переводите. Есть предложения какие-то, варианты? Отсутствие, присутствие или отсутствие наличия. Какого наличия? Кстати, какого наличия? Существование. То есть, ну или можно перевести как наличие. Первое, что это будет? Отсутствие и наличие. Ам как переводится? Сколько у нас было вариантов перевода ам? И или. Нет, кроме такого не придумать. Но даже здесь также было еще значение. Здесь это значение также. Дэйшин, как у нас переводилось? Те не могло переводиться. Смотрите слова. После А там точка есть? Нет, там точки нет, слепа. Как подобно к этому. И подобно точно. Дэйшин как переводится? Подобно. Подобно. А ин? Есть. Есть. Ну и что, давайте с конца. Подобно, есть, также, Yes. отсутствие или присутствие. Присутствие чего? Частицы. Лишь частицы. У вас слово какое стоит? Точки. Точки. До частицы. До. Да не перед. Почему? Если это значит до. Почему он перед? До чего? Этих трех частиц. И что получилось? Какая-то белиберда, по-моему, получилась. Ну давайте попробуем еще раз. Он хочет сказать, то есть сперва давайте я объясню смысл и попытаемся разобрать, как это в тексте у нас получается. Он снова говорит о том, что вот эти вот три частицы, они могут быть до точки и после точки. Понимаете? То есть они могут входить в слог, а могут в него не входить. Это вот смысл, который он хочет сказать. И их присутствие или отсутствие точки точно так же, как и прежде. То есть он говорит, что вот как в прошлом случае мы можем ставить точку до частицы или после частицы. Соответственно, она либо образует у нас новый слог, либо не образует новый слог. И он говорит, оу, амги, гонду, цек. Точка до частиц оу, ам. Йодам ме панс, йопа, да мепа. Но здесь вот пан добавилось.
можно было написать мепа-йопа, одно и то же, существование, не существование, но вот он в одном случае не написал, в другом написал. Медам йопа-ан дешин йинс. Дешин йинс, вот это вот у нас здесь глагол, дешин йинс, то есть точно так же имеется в виду с предыдущим случаем, йодан мепа-ан, то есть наличие или отсутствие также, точно так же, как в предыдущем случае. То есть стоит ли у нас точка до о или у или ан, стоит или не стоит, то есть присутствует или не присутствует, это подобно тому, как и в предыдущем случае. Точно так же, как и в предыдущем случае. Теперь понятно? Да. Прочитайте еще раз про себя и вот смотрите. Оу анги гонду цель, то есть точка гонду до вот этих частиц. То есть смотрите, если мы здесь, если мы с вами здесь поставим точку, это будет отдельный слог. Если мы ее уберем, это не будет отдельным слогом. Вот это то, о чем он говорит. Прочитайте еще раз, я стираю, и мы напишем пару примеров. Понятно? Сейчас давайте я напишу пару примеров, наверное, или по порядку напишу. Давайте по порядку. Что у нас с первым словом не так? Где слог? Точки. Где слог? Да. Это один слог. На что это похоже? Это вот начинает вот так, как идет, сокращать. Я написал, чтобы вы знали. Смотрите, если разделить. Это вот это вот слово. Иногда в тексте сокращает вот так вот. Смотрите, что здесь сократили? И вписали вместе. Это не может быть никак, ни в каком страшном сне одним слогом. Но они вот так вот сокращают, чтобы меньше писать, и получается пелден. Они написали вот таким вот образом. И есть миллиард таких сокращений, которые в будущем, может быть, мы с вами будем разбирать. Есть даже специальные словари, в которых даются эти сокращения. Считается так же, как Павел, Да. Это влияет только на писание. Понимаете, что мы пишем сокращенно, но мы подразумеваем не сокращенное слово. А если сократить, как его сократить? Как оно будет читаться тогда? Дын. Давайте с вами переведем. Ну, палден, естественно, уже здесь надо переводить как одно слово. Да, правильно. Кто такая Палден Хамо? Некоторые из вас, наверное, даже знакомы с ним. Некоторые из вас, наверное, даже вчера джинас получали. Может быть, наверное, кажется. Сегодня я искал информацию про мантру Палден Хамо. Я обнаружил. Кто-нибудь вообще рассматривал Палден Хамо вблизи? Да. Да, вы что, вы ее встречали? Что вы говорите? Вы уверены, что у нее катванга? У Палден Хамо катванга, боже мой. Вы точно лицезрели какую-то новую форму?
Вы уверены, что у нее была катванга? Нет, трезубец. Вы уверены, что это трезубец? Ну, то, что я вижу. Это не секрет, но я вас спрашивал. Нет, какой же трезубец? Это важно. Да. Палден хамон. Хамо, даже, видите, написано, точки нет, один слог. Давайте перейдем, а потом я расскажу про хамо. Дальше что у нас идет? Какое слово идет дальше? Сум? Где же сам? Сумма. Что такое сумма? Нашли уже? Защитник, отлично. А дальше, падеж мы пока не смотрим. Дальше что идет? Какое слово? Как читается? Цо. И как переводится? Я понимаю, это английский, но сейчас на русском. Главный. Но здесь, так как богиня, наверное, не главная, а скорее главная. И давайте все вместе переведем. Есть какие-нибудь идеи? Давайте перейдем и дальше пойдем уже. Палден хамон верховная защитница. Главное, да? Все, да? Все, да. Все молчали, так напряженно, все молчали. Перевели. Партизаны, я не скажу тебе свой перевод. Никогда в жизни. Ну и что здесь у нас? Где у нас частица? Почему мы здесь это все написали? Зачем это все надо было? Он вставил здесь ни с того ни с сего в середине предложения «о». Зачем? Бог его знает. Никому не известно. Вот он написал такое «палдем хамо сумецо». Ну как-то очень неестественное предложение, потому что «о» у нас обычно обозначает что? Я вот прошу, ребят, мы еще не ушли даже на каникулы, а у вас уже «о» обозначает родителей, конечно. Так, что это обозначает? Что это за число? Точка это, да, то есть это окончание смысла. Здесь получается что? Что он хотел сказать, что? Палден хамо через тире сумнецо. То есть палден хамо, он остановился зачем-то, поставил тире и снова пошел главной защитнице. Или защитников скорее здесь, потому что сумма это не женский род. Но вот здесь вот если бы у нас была точка до о, это было бы у нас палден хамо сумнецо. Смысл остался бы тот же, но прибавился бы один слог. Ну здесь вот вы видите это изображение. Это вот палден хамо, тот самый динам, который мы с вами вчера получали. Она скачет верхом на муле, видите, у нее глаз. У нее на крупе, то есть она скачет верхом на муле, у нее на крупе слева, причем только слева, один глаз. То есть у нее у мула 3 глаза получается. На крупе у нее глаз, потому что она была замужем за царем Ракшаса в Шри-Ланке. Она убила сына и пыталась убежать от мужа на муле. Он выстрелил в нее ядовитой стрелой, и стрела попала в круп этого мула. И она вытащила стрелу и благословила ее таким образом, что у него вместо раны появился вот этот глаз. Потом здесь у нее, если присмотреться, здесь не очень хорошо видно, у нее в пасти на самом деле, это Ракшасини, у нее в пасти труп ребенка. Скорее всего, это ее собственный сын. То есть, по большому счету, если посмотреть мантры этой богини, это Кали. То есть, это индийская богиня Кали. И у нее, смотрите, у нее, видите, у нее, если у вас есть у кого-то изображение, у нее за ушами, над ушами точнее, лев. Видите?
И Макаров. Макар, Да, лев и крокодил. тут не совсем. Вот у меня в версии маг. Но над левым ухом маг. Я вас прошу, это просто тебе так многообразно рисовали крокодилов. Да, Не было у них крокодилов, да. и поэтому они так рисовали. И у нее, видите, еще и месяц над головой. То есть это индийская Кали Деви. Ну вот она вот была так вот переосмыслена в буддизме. Здесь у нее, смотрите, видите, мешочек. Вот он, это мешочек с болезнями. Это мешочек с болезнями, который она забирает у тех, кто к ней обращается. У нее, видите, здесь вот кубики. Там вот висят кубики, видите? Это гадательные кубики. Есть такое гадание, связанное с Палден Хамом. И здесь, смотрите, вот эти вот дощечки, видите? Мгм. Что это за дощечки? Кто не знает? Чек какие-то. Нет. Это дощечки, на которых писали проклятие. То есть при ритуале насылания проклятия использовались такие дощечки. Она ужасная просто. Слушай, а я вот, ну, а правда там вот одна из этих версий легенд, что вот этого ребенка, она сварила мужу, там, он типа людоедик был, любил Ну, они все были ракшасы, то есть они все ну, питались или всем. типа она скормила этого сынка мужу, типа. Вот это здесь несколько легенд. Ну, То есть в каких-то есть этот момент, в каких-то нет этого момента. Но факт то, что во всех легендах говорится о том, что она убила своего сына, потому что предвидела, что он принесет огромную вещь в его существам. И чтобы помешать ему это сделать, чтобы не дать ему накопить дурную карму, она его убила. И вот у нее в пальце круг, у нее здесь вот лев. И морской демон на душе. Причем мне ни в одном тексте не объясняется, почему у нее труп в пасти. А кто-нибудь смотрел изображение Кали Деви? У Кали Деви у нее на ушах тоже 2 трупа детей. Детские трупы, то есть это как бы Кали. Теперь я напишу, смотрите, мы с вами, следующая частица какая у нас была? Вот это что это у нас? Почему мягкое? До. Что это до? Камень. Отлично. Кто-то это помнит, отлично. Вы меня прям радуете. А это что это будет? Камушек. Камушек! Аллилуйя! Это что это такое? А это что? Это наконечник стрелы. Это может значить также пуля. То есть, ну, в Тибете, когда познакомились с пулей, естественно, надо было как назвать, вот железный наконечник от стрелы, он похож на пулю, или наоборот, пуля похожа на... И поэтому... Так. Это что это такое? Это что это такое? Неправильно, это лошаденок. Жеребенок, да, правильно. Жеребенок или это может быть маленькая лошадь. Но это не обязательно пони. Нет, так это жеребенок или лошаденок? Ну, как нравится. Или лошадка, как? Это может быть, я говорю, это может быть и лошадка, и лошаденок, и жеребенок. Слушайте, вот этот мул какой-нибудь есть название? Конечно. В смысле, какое название? Есть лошадь, а есть мул, как огнева называют. Это разные вещи совершенно. Вот я и спрашиваю. Лошадь и мул это совершенно разные вещи. Нельзя ли его изобразить? Сейчас мы изобразим. А почему огласовка меняется? Что? Огласовка меняется. Ага, кто-то заметил, боже мой, я думал, никто не заметил. Я думал, сейчас сотру, а потом спрошу. Нет, есть еще люди, которые что-то замечают.
Так вот, смотрите, что у нас происходит. Если у нас было наро, оно меняется на что? На джамбо. А если у нас ничего не было? Оно все равно возникает. У нас здесь что-то есть? Сейчас я еще напишу. Это что это такое? А это что это такое? Собачка. Неправда. Неправда. Может, может, что шире. Это ребенок? Ребенок. Да? Щенок, это не щенок? В чем проблема? Согласовки. Ну, там обозначение. А это что такое? Вот это щенок. А щенок это. А щенок, а почему? А это что такое? Оно образуется от другого существительного. Вот такие бывают. Вы не представляете, сколько раз люди переводили это как щенок. И как ты читаешь, и потом, а потом щенок начинает творить такие вещи. И ты думаешь, воу-воу-воу-воу. А все это кёка, это муж. Видимо, первоначально имел значение как человек. И вот от него образуется киу, маленький человечек, маленький муж, это ребенок. А вот ки образует киу. То есть можно и собачка, и щенок, да, вот правильно, и то, и другое. Да, здесь, видите, здесь у них проблема такая, потому что и так верно. Почему за Что уходит? то, что Нет, это га это можно убрать. У нас знаменательный, значительный, ну то есть имеет значение как первое слово здесь. На чем у нас полден хамо едет? На муле. Так вот здесь интересно, смотрите. Мул может писаться вот так. Чель. Он может писаться вот так. Чель. И так пишется. Соответственно, она едет на чу, на мультике. Ми-ми-ми. Ну не совсем так, что она едет на мультике. Иногда пишется мул, изредка попадает в такое написание тоже. То есть она едет на каком-то муле. Вы думаете, у нас все стало ясно? И не тут-то было. Вот это что это у нас? Петиц. А маленькая петиська как будет? Чао. Нет. Где здесь логика? Чу. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось познакомить меня, мой друг, мой приехал художник Павел Пештейн, известный писатель в нашей стране. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас время снимает порнофильмы, так что если все приглашают. Ну только если на тибетском. На тибетском. Там вот фраза «я на чурли» очень на тибетском будет хорошо звучать. Наверное, да, восточный диалект. Привыкание. Вот видите, это у нас петиська. И сейчас я напишу еще пару примеров, будем закругляться и пойдем дальше. Перейдем к следующему пляжу. А может быть, ловится звук подражания здесь просто? Чириканье, чего? То есть большие птицы говорят ча-ча,
Ну да. А маленькие говорят чу-чу. Чего не пищат так точно? Да, Они вообще, конечно. они вообще любят звукоподражание. Да, я, конечно, не согласился. А прошлые примеры, когда возникала эта огласовка, это прям правило или это частный случай, когда ДНБ? Здесь нет определенного правила. Обычно это так, то есть народ превращается в джамбу, если ничего не было, превращается в джамбу. И это исключение. И вот, да, с птичкой не знаю, что это. Такой собачий. Теперь еще раз попробуем. Это что это такое? Нет, я тоже не Я с вами научился уже. Корова. Корова! Как будет коровенок? Нет. Нет. Этот собакин будет вот так. Беу. Какая логика? Если в прошлый раз у нас было ча, вдруг она не чиу, а было чиу, можно предположить, что где-то здесь должно быть биу. Нет. Не, ну здесь Пиу. первое правило ничего нет. Но вот с чего, видимо, вот это вот такое самое яркое исключение, ни с того ни с сего появилось и. А так, я думаю, что на и повлияла вот эта ята. Если есть ята, скорее всего, будет джигу. Если ята нет, то что будет? Джамбу. И поэтому у нас, помните, было, если Какая-то коробка или теленок? теленок и может быть коробка. Коровенок. Коровенок, да. Ну, мы перейдем тогда на нормальный русский язык. Коровенок. Все написали? Ну-ка посмотрите, что это значит? Вот мне нравится вот этот. Алла, как перевал. Перевал. Так, смотрим словарь. Все срочно смотрим словарь. Вы, конечно, угадали, но все равно смотрим словарь. Ну, холмик тогда получается. Нет, почему? Если долина, вот смотрите, если долина, почему холмик-то, я не понял. Смотрите. Опушка. Опушка в лесу бывает. Долина на них холмик. Что это значит? Вот именно как здесь написано, смотрим. Глава, да, глава в тексте. Глава в тексте, скорее всего, произошла от ла. Ла имеет, одно из значений, ла это долина. То есть это вот что-то, что отделяется от чего-то другого. Лю это вот маленькая долинка, имеется в виду глава. В русском глава от чего происходит? От головы. А у них происходит тут долина. Ну или от какого-то раздела, по всей видимости, как-то. А может это перевал все-таки? Горный Долина перевал? такое, да. Ну, то есть долина, горный перевал, это то же самое. Книгу прочесть, как долину перейти. Новая пословица будет. А вот от этого как у нас будет? Во-первых, посмотрите, что это такое, а во-вторых, как от него образовывается уменьшительное. Перевели? Язык английский. Как переводится, что? Режим какой-то. Ну? Вершина? Ребята, я что-то не знаю такого значения. Mountain top? Да вы что? Нет, у меня очень какой-то крест, там, рейн. Также вот мужской род муба.
Мужской род мула. Мужской род мула или мул мужского рода? Это все-таки две разные вещи. Мужской род мула. Вот у меня перевел. Мозгов так, слышите, ну-ка покажи, где? Ой, блин, где уже СК, вот. Вот, это СК, это же разные вещи. О, вот так вот, Гречка. так, что ли? Может это грива? Это вряд ли грива, я вообще хотел, конечно. Слушай, а это словарь не знает такого слова, представляете? Сейчас, минуточку. Значит, и вот так вот, да? Ну, смотрите, это значение, здесь значение... Что вы хотели? Такое есть значение. Слушай, у него нет этого. Безобразие, это пестик. Вот. Ранджу Иншетан Бристол, то есть это пестик. Пестик, и, соответственно, маленький пестик будет вот так. Плохой пример задал, не надо было такое сделать. А почему нормально криво не криво все? Ну, не знаю, это не... Бристол это точно пестик, это не стерня? Я не уверен. Стерня, щетина, что-то коротко постриженное. Бристол, давайте посмотрим. Бристол. Ну, Давайте блин, посмотрим. ну, Пестик где-то должен быть. нет, там какое-то дикое восходящее к латыни слово. По-моему. Или, конечно. Да, это вообще другое. Это даже не Бристол, это... Короче, это пестик, ребята. Это пестик. Цветка, да. Это то, на чем сидит бутылочек. Да, это пестик. Но единственное, здесь проблема. Смотрите. Вот это вот лотос. Вот у него лепестки. У него лепестки. Я всегда пестик себе представлял по-другому. Я думал, что пестик это нечто вот такое. Нет? Здесь у нас не пестик. Вот в этих дырках семена лотоса. Пестик у него там первоначально, когда он еще не отцвел, есть пестик. Но когда отцветает, уже вот в бурном луче сидел вот на таком лотосе уже. Не было там никакого пестика. Это в бурном луче. Очень похоже. Я надеялся, что вы оцените. Просто как живой. Вот я Это вообще пестик, не тычинки и не сердцевина цветка. Знаете, есть очень много разных переводов. Некоторые переводят как и тычинки. То есть это нечто в середине цветка. Да. Ну, Или средний цвет. словно, да, можно У тычинку. меня закрыто давно туда отметить, что тебе сомнительно Применение политические города привлечения Ипатии. кроссовок. Не знаю, вот это что это у нас? Человек, как он будет в уменьшительно? Как? Миу. Вот, а вы говорили подражательно. Вот вам. Миу. Соответственно, если верить вам, если это звукоподражательное, то кто у нас должен быть? Кошечка это должна быть, а это человечек. Видите, как он Это не обязательно. В не одном случае сходится. могут быть звукоподражательные, а в другом и нет. Миу это маленький человек. Это может быть как человечек, так и карлик. Написали? Какая разница между карликом и важно? Нет, вы знаете, что есть карлики, а есть лилипуты. Так вот это вот карлик или лилипут? Скорее всего, и то и другое. А какая разница вообще между карликом и лилипутом? Пропорциональность. Пропорциональность, да. Ну и часто лилипуты, они немножко инфантильны. А карлики просто у них не до конца развитые конечности. Так случается.
Вот этот мю, это по-разному переводят. И давайте еще пару прямых, еще один, наверное, пример напишем. Так, секунду. Это что это такое? Ну? Ручка. Маленькая голова. Амулет. Это не совсем амулет, это амулетница. Где Это амулетница, это коробка, в которую кладут амулет. Вот Или такая? статую. Да, вот это гау. Соответственно, если это гау, если убрать вот это, что получится? Грудь. Вратарь. Я не уверен. Как-то очень странно. Из амулетницы получилась грудная клетка. Это странно. Я думаю, Получается. Если переводится как шесть, то это коробка. Амулет. Почему там один инструмент? нет. Гау это у нас одно. Это амулетница обычно. Это не амулет, это амулетница. Ну, то есть иногда саму амулетницу с амулетом могут назвать амулет, так бывает. То есть название может перейти с одного на другое. Но если мы уберем У, получается, у нас должно же что-то остаться. Я прав или не прав? То есть у нас должна остаться Га. Правильно или нет? Он правильно. Что, где? В смысле, какая коробка? Так, дайте я посмотрю, боже мой. Что вы там говорите, ребята? Ну что там происходит? Сущность будущего переводится как Да. и что, где. В смысле? А, вы имеете в виду Га, как переводится? А, ну да. Вот здесь вот Гау, не знаю, здесь вот даются значения place to put a deity statue, amulet box, дальше reliquary, reliquary box, small box и так далее. То есть здесь вот это определенно амулетница, это не амулет. Вот здесь, вот, например, locket, это тоже, как это называется? Ящик. Нет, locket это не ящик. Locket это, как же по-русски это? Медальон. Так вот, если мы уберем, то есть здесь определенно У, скорее всего, это что у нас? Показатель, ну это то, что называется уменьшение. И у нас, получается, должно остаться Га. Что такое Га, я не знаю. Здесь Га не То есть, по всей видимости, когда-то это имело какое-то значение, здесь было какое-то слово, но от него осталось только Гау впоследствии. Все? Может быть, это было Гоу, но тогда было бы Геу. Давайте перейдем дальше. С этим мы закрепили, все понятно? Не будете, вот это вот как у нас читается? Как? Да. Дел. Я вас прошу, вот точно так же, я сейчас объяснял, забудете. Если у нас вот это вот получилось вместе, Да. как Рэл. вот, и забудете это, конечно, с уменьшительным частицей, и все, забывайте, давай. Главное, чтобы было, что забывать. А вот это как читается? Вау. Вот, Ам. должно читаться ам, и некоторые читают как ам. Но в большинстве своем все читают как вам. А первый как читалось? Что? Первый как читалось? Как читалось первое? Давайте, громче скажите, как читалось первое? А Джиджу какой там был? Рэл. Рел читалось. Рел. Почему? Да. Что у нас здесь не читается? Не читается два. Все, что сверху не читается. Все остальное. А если было вот так? Рул.
Я вас прошу, я вас прошу. Рио, да. Давайте хотя бы на каникулы выйдем, а потом запомнимся. Пойдемте дальше. Что у нас дальше написано? Это сегодня последняя частица, которую мы разбираем. Давайте разберем, пойдем по домам. Давайте переведите. Мы напишем пару примеров и пойдем уже. Написали? Я чуть-чуть напомню, сколько падежей мы еще не разобрали. Какой-то вот из падежей мы не разобрали, я говорил о нем. Я говорил, что мы его сейчас будем разбирать. В начальное занятие мы с вами об этом говорили. И мы его даже перевели. Можете полистать обратно, чтобы перевести нормально, правильно, иначе у вас получится бельберда. Что получается у нас? Ну это да, это собирать. Да. Давайте я тогда начну переводить, значит время идет. Как бы, конечно, лучше, если вы сами переводите. Чем больше вы сами работали, тем лучше вы это запоминаете. Это вот то, что мы выяснили на опыте. Чем больше переводишь сам, тем лучше запоминаешь. Если я вам объясню, вы просто сразу же это забудете. Если вы это сделаете сами, то, скорее всего, вы забудете через одно занятие. Кто знает помолчать, или просто Да, лучше помолчать. Только для вас.
Это без словаря, да? Я забыл все. Что там получается? Что-то у нас получилось? Частицы? Могут быть причины. Нет. Появляются. Нет, вот здесь. Давайте посмотрим. В словаре должно быть обозначение. Джун Да. возникает. Вот у меня так. Ну, появляются. Нет, сус. Источник это Источник. хум. Хум источник. Нет, ребят, я же говорил, вот смотрите. Посмотрите, надо посмотреть вот так, потом посмотреть вот так, потом посмотреть как. Джункун есть такое слово? Нашли? Это источник. Вместе источники вместе. Да, и вместе, и по отдельности это источник. Джункун – это название падежа. Исходный падеж. То есть это то, о чем мы сегодня уже говорили. У нас сегодня была частица. Помните? Это исходный падеж, он по-тибетски называется джункун. Ну а теперь вы знаете, что джун – это глагол появляться, это имеет значение также источник. Кун – это источник. Джункун – это тоже источник. И это так называется падеж. И какие же у него частицы? Не-ле. Здесь не путать надо. Не – это ячмень, ле – это карма. И в то же время это частица, надо не путать. Это не источник кармы и ячменя. А не и ле – это частицы аблативного, то есть отлагательного падежа. И чего? Еще двух функций. Гарма и дыва. Отделять или выделять скорее. И дыва собирать. То есть они могут выполнять и такую функцию. То есть кроме того, что они выполняют, являются показателями падежа какого? Отлагательного, они еще выполняют функцию выделения и собирания. Понятно? Сейчас мы По-русски, наверное, можно их обозвать соединительно разделительные частицы. Ну, это надо знать, это не согласился бы везде с вами. Давайте следующую строчку напишем. Это пятый падеж, да? Вот. Yes, это пятый падеж. Как тебе по-тибетски у нас падеж? Нам е. Как пишется? Ну-ка, диктуйте мне. Е. Диктуйте. Нам, как пишется? Ра, на, так, Ма. ма, нам, да, Да. ба, я, так, Да, да. Дао. Точно, Да, да, ба, я, Да. так, да, дэн, бо. Темпо. Что за меня весенняя чушь это была? Ну-ка еще раз читайте вот это слово. Дао. Да. Ба, я, так, Бан. я, дэн, бо, е.
Я так понимаю, у нас в группе умеет читать как один человек. Это вы. Нет, почему? Это Сергей. Нам Е. И здесь у нас это будет, смотрите. На это сколько у нас? Анапа? Анапо? Все 5. Не путайте. На это 5, напа это 5, напо это все 5. Усвоили? Всем понятно? На это сколько? Если у нас нету народа, то напа это какой? 5 и все 5. Так это у нас на мин напа, это не все 5, это на мин напа. Народе с ним. И каким образом сейчас, что он будет говорить нам, как думаете? Жертву сейчас будет. У нас вот здесь последняя частица, помните, была? На что она указывает? Да это очень на то, что что-то будет дальше. Мы, не знаю, успеем сегодня добраться до примеров, не успеем. Надо было успеть, потому что иначе вы не запомните. На примерах лучше, конечно, запоминать. Попробуйте, переведите это вот сами. Здесь мы опять знаем, не знаем только несколько слов. Ну попробуйте, переведите сами. Это, я не знаю, мне было всегда это интересно. Более того, сейчас с вами я. То есть тот, который хоть что-то может объяснить. Вот в моем случае, очень часто, когда я переводил с тибетского текста, мне даже некого было спросить. И то есть то, что я переводил, я думал, правильно ли я перевел, правильно. То есть там такая чушь иногда получалась, и я не мог никого спросить. А здесь у вас, если вы даже переведете какую-то чушь, у вас есть кого спросить. По-моему, это фантастическая ситуация, так что давайте переводить. А я, как обычно, как повелось, грубо поправлю вашу чушь. Мы из этого сделаем какое-нибудь нормальное предложение. Где-то здесь точки пропущены? Да, я что-то забыл поставить точку или поставил, но настолько плохо, что не видно. Вы помните, что на мне мапа это я написал просто так отдельно. Это не входит в текст. Как у нас называется падеж? А по-тибетски? Джункун. И какое там первое слово? Не надо его заново переводить. Будем переводить с конца, потому переведите последнее слово первым. Вот с этим проблема всегда. Когда переводишь, у одного слова может быть несколько значений. И поэтому не всегда сразу понятно, которое из них здесь подходит. Поэтому надо немножко здесь поразмышлять. И очень часто получается, что и несколько значений подходит. Вот с этим ничего не сделаешь. Здесь уже просто необходимое знание. А перед глаголом последним, я сразу подсказал, что это последний глагол, до этого видите слово? Какое слово? Джар. Мы его проходили? Наверное.
Что это получается у нас? Концепт, вот, который объединяет. Собирает. Так, объединяет, собирает. А еще что? Какие значения? Слушайте, не знаю, у нас с вами разные, у нас разные фавориты. Нет, здесь вот у меня здесь такое значение есть. To be sufficient, satisfactory, right, okay, и так далее. Удовлетворять. Чему подходит? Для чего подходит? Для присоединения что? Давайте с конца. Значит, подходит для чего? Для присоединения. Присоединение чего? А гам что значит? Гам это имеет значение слова? Что как переводится гам? Какой, который, что? Ганджа ты. Джунгун это у нас источник, но как переводится? Направление? Ну ладно, это в личном. Как? Ну, в личном. In person. Слушайте, у нас совсем разные слова. Может, мне слова поменять? Буду переводить как вы. У меня тоже как любые слова. У меня актуально. Собака, есть такой, in person. Как, да? Не надо без зла переводить, срочно переводите без зла. Не надо зла. Ничего у нас персонального не надо, лично ничего не надо передавать. Настоящий? Да. Теперь смотрите, настоящее относится у нас к источнику. Что это значит? Да, чуть-чуть форсирую, чуть-чуть будем ускоряться. Мой это у нас относится к джунгун. Какой получается у нас источник? Источник настоящий, получается направление. Слушайте, вы, конечно, все понимаете. В настоящем источнике ла. То есть для настоящего. Здесь это будет как для. Или в. Для настоящего источника кам. Это что? Камджа, что бы ни присоединили, все пойдет. Рублей, 4 бутылки, 4 дня на воду. Через часик полтора вернусь. Извиняюсь. То есть что у нас получается? Для настоящего источника, то есть у нас что там был? Источник. Мы о чем говорим? Здесь вообще о чем разговор? Надо смотреть на предыдущую строку. У нас был джунгун, у нас был гарва, у нас был дюва. Было? Джунгун, гарды. 3 было у нас функции, которые выполняют эти частицы. Здесь он говорит, что джунгун много. Для настоящего источника у нас что? Гамджан. Что присоединишь, ты пойдет. Да чтоб ты не поставил. У нас сколько частиц? 2. Так вот, если это настоящий источник, если подразумевается реальный источник, то какую бы частицу ты не поставил, одно и то же. Ты пойдет. То есть что это значит? Если у нас что-то выходит из моря, можно ставить или, или. Давайте примеры сейчас пропишем. Что напишем? Настоящий источник. Сейчас мы напишем. Настоящий источник это только один. Это что это такое? Земля. А это что такое? Из земли. Из земли. Трава растет. А это что это такое? Трава. А это что это такое? Рождается.
что я делаю? Ну-ка смотрим, что я сделал. Чего здесь не так? Найдите разницу. Найдите 10 различий. Частица другая, что еще? САП. На что указано это САП? Прошедший. Она уже родилась. Правильно. То есть выросла. Здесь у нас растет из земли, здесь выросла. Частица может быть что это, что это. Вот он о чем он говорит. Когда эти частицы обозначают источник, то есть то, из чего что-то появляется, то есть настоящий, так сказать, источник, то нет разницы, какая частица ставится. Это что это такое? Ну-ка, что получается? Дает корову молоко. Нет. Ну, это по-русски говорит. Как это переводится по-нормальному? По-тибетски, по-нашему? Корову, молоко. Не, ну отлично, из коровы молоко, дальше что с ним? Так, ну-ка срочно, вам не помогает, я вам ничто уже. Видимо, весна въелась вам в мозг. Появляется. А ты, боже мой, только что перевели, и дюм перевели, и кум перевели, и дюм-кум перевели, и она у вас собирается. Весна въелась в мозг, это почти Пастернак. Да? Я вас поздравляю. Спасибо. Вы тоже дошли этой весной. Видимо, да. Видимо, скоро заговорили стихами. Да. Хотя я видел, Ну, тут попали в Пастернака. и вот видел на Бродского. Ну, Бродского вы не... Слушайте, зачем вам Бродский? Все, Не написали? пессимист. Да. С вами здесь станешь пессимистом. Все, написали? Да. Давайте еще напишем примерчик. Что это значит? Ну, вот из божества заходит, конечно, это очень страшно. Я сразу представился, какой-то чужой, знаете, из божества заходит. Из божества вышел. Вообще, я аж испугался чуть-чуть. Fall down. Впадает. Впадает и что? Из божества впадает? Выпадает, отлично. Буквально, если перевести Илха и Баб, то есть из божества выпадает, падает из божества. Здесь Илха должно быть во множественном числе. Как переводится тогда? Да. Баб еще имеет значение, как спускаться. Исход это божество. Да? Кто? Свет. Не свет, Моисей! Шучу. Хали Баб это Будда. Есть такой Хаваб учение. Если уберем, читайте вместе. Хаваб. То есть это вот праздник сошествия Будды Шакьямуни с Триншатика, то есть с чистой земли или нет, с небесной сферы 33 божеств. Он называется Хаваб, но смысл, что Харивапа. То есть у него здесь сократилась частица лет. А дословно как перевести? Дословно. Ну, из мира божеств. Нисхождение или падение, ну, имеется в виду нисхождение из мира божеств. Здесь опускается из какого мира и так далее. И божеству. Здесь я еще раз говорю, в тибетском у них вот с этим проблема. У них не всегда есть показатель множественного числа, и поэтому не всегда понятно.
вот это. Первое слово как читается? Герцу. Гямцо, что это у нас? Море, океан, да. Что у нас здесь неправильно? Да не точка у нас не бывает. У нас частица вообще не так. Жемчужина, полученная из моря. Почему полученная? Вот так вот. Вот для этого надо почитать Рериха. Для этого надо почитать Рериха. Здесь не написано кто, но он это знаменательный глагол в конце. Лам – это прошедшее время глагола получать, обретать, брать. То есть кто-то здесь непонятно кто, Гямцоли Мутиклам. Что он сделал? Достал, взял из океана или из моря жемчужину или жемчуг. Значит, мы даже не знаем, сколько было. Чего? А лам как дорога пишется как? Нет, лам пишется совершенно по-другому. Здесь у нас, во-первых, лам, а там лам. Там разные звуки. Написали? Так, я думаю, что все, наверное. На сегодня мы остановимся здесь, потому что уже становится поздно, а мы с вами не успели закончить этот падеж. Ну, пока вот это вот запомните. Домашнего задания у нас никакого нет.